Ну вот вы как считаете, реформы территориального устройства аннексированного Крыма сейчас проводить надо или же все-таки это нужно делать уже после возвращения? Децентрализация предполагает полную передачу полномочий, базовых полномочий на места Мгм. местным громадам. Как это сделать до деоккупации для Крыма, совершенно не представляю. А, Я бы для начала закончил эту реформу на территории Украины, которая подконтрольна сейчас Киеву. До этого окончания реформы еще очень далеко. И только потом, когда Крым будет освобожден, там можно будет начать те преобразования, которые, да, можно считать уже по отработанным технологиям реформой децентрализации. Мгм. Пока до этого еще очень далеко. Сейчас речь может идти только о какой-то ну, виртуальной модели. Ну, нельзя же, например, местные власти выбирать для крымских городов. Эти выборы должны идти, должны проводиться с участием жителей, Мгм. населения. Да, А это общины. невозможно. Те, кто будут голосовать здесь, вот я как севастополец, допустим, я же не буду голосовать здесь за городское руководство Севастополя, оно не будет обладать никакими полномочиями. Что такое правительство Крыма в изгнании, я еще понимаю, а что такое севастопольское самоуправление в изгнании, я понять не могу. Мгм. Ну и плюс у Крыма же есть свои нюансы, отличающие ее от других регионов Украины. Это наличие там коренного народа крымско-татарского с Это уже вопрос необходимостью, конституционный. да, вот я же к этому и веду, с необходимостью реализации его прав. Ну и плюс присутствие там вот Севастополя с отдельным своим статусом, да, это же тоже отдельная история. Насколько я понимаю, если сейчас со статусом Крыма Мгм. после деоккупации сейчас более-менее понятно, именно конституционный статус Да, да, да. как национальной автономии, то с Севастополем пока вопрос даже не обсуждался, и помнится, самое убедительное, что я слышал, что у Севастополя будут ровно такие же права, как у всех остальных городов Украины. Ну вот относительно Конституции, если проводить вот такие реформы раньше изменений в Конституцию Украины в 10 раздел о Крымско-татарской национальной территориальной автономии, не будет ли это считаться мартышкиным трудом? Почему? Какой стати? Это давно назрело, это должно быть сделано. Это нужно показать людям, нужно показать крымско-татарскому народу, ради чего, собственно, сейчас ведется работа. Что там будет? Мгм. Какого рода самоуправление будет? Ну вот смотрите, я почему... Мгм. Какое влияние будет иметь коренной народ на те решения, которые будет принимать местная власть в Крыму? Нет, Это очень важно. я ж не про внесение изменений в Конституцию Украины, а именно про территориальное устройство Крыма. Потому что, вот вы знаете, в постановлении Верховной Рады первым пунктом идет Крым, который делится на Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Симферопольский, Феодосийский и Ялтинские районы. И Бахчисарай, город, да, вот о чем говорили мы с представителями Меджлиса крымскотатарского народа, вот он как бы входит в Симферопольский район. Вот Бахчисарайский город Бахчисарай, который когда-то был столицей Крыма, да, вот он входит в Симферопольский район, плюс там вопросы топонимики Мгм, мгм, городов Крыма, мгм, да, и мгм. так далее. Плюс в рамках декоммунизации как будет проводиться вот изменения с названиями, да, и это все могло бы урегулироваться, в плюс, если будут внесены изменения в Конституцию Украины. Вот если сейчас раньше этого делать, чем вносить изменения в Конституцию, не придется ли потом это все менять? Я Вот к не чему. вижу большого смысла делать это сейчас. Мгм. Это декларация, она не может быть поддержана никакой практической работой. Я не думаю, что она не принесет пользу, я не думаю, что она принесет вред, я полагаю, что она просто преждевременна. То есть, да, мы хотим, чтобы каким-то образом было новое административное деление в Крыму, Мгм. новое районирование, но я считаю, что это должны решать в Крыму.